Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Арсений и Юра. Юра, здравствуйте. Здравствуйте, Арсений. Добрый вечер. Уверен, наверное, наполовину. Потому что не знаю, кто будет моим соперником. Это тоже на многое влияет. Поэтому буду делать все возможное для того, чтобы в конечном итоге победить. Свои знания татарского языка считаю хорошими. Уверен, что на телевидении у меня будет хороший соперник, но несмотря на это, я готов выигрывать. Арсений, Юра, правила первого тура очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Вам надо будет решить, кто из вас первым начнет. После этого мы будем играть с вами в одну из тем. Я предложу вам 10 слов перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, я дам вам 3 варианта ответа. Ответите правильно, получите 2 балла. Ответите неправильно, и на этом вопросе дополнительный балл сможет заработать ваш соперник. Все понятно? Понятно. Это телеигра «Переведи». Let's go! Арсений, Юра, тема первого тура – животные и растения. Кто выбирает? Арсений. Арсений. Животные и растения, во что играем? Внутренний голос подсказывает мне выбрать тему растений. Внутренний голос вас тянет к растениям. Да. Итак, играем в тему растений, играем с Арсением. Арсений, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «растение»? Усенте, усемлек, усеш. Так. Мне кажется, усеш. Принято. Это неправильный ответ. Юра, у вас есть возможность заработать 1 дополнительный балл. Как по-татарски будет растение? Усенте или усемлек? Ну, я не знаю значение слова «усинте», поэтому выбираю «усимлек». Принято. И это правильный ответ. Действительно, усенте – это росток, усеш – это рост, а усемлек – это растение. Юра, играем с вами. Юр, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет цветок? Щак-щак, ща-щак, щук. Я выбираю второй ответ. Принято. И это правильный ответ. Щак-щак – это национальная сладость татарская. Щак-щак. Щук – это кисточка, а вот ща-щак – это цветок. Арсений, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «ветка». Бутак, башак, бутка. Так, знаю, что ботка это каша. Угу. Как-то я ошибаюсь. Так, вот так, башак. И знаете, я скажу, что я выбираю башак. Это неправильный ответ. Юр, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет ветка? Бутак или бутка? Бутак. Бутка – это каша. Башак – это им кормят скотину, насколько я помню. Ну, остается единственный правильный вариант – это бутак. Принято. И это правильный ответ. Вот как раз таки колос по-татарски будет башак. Бутак – это ветка, а бутка – это каша. Теперь буду внимательнее. Юра, играем с вами. Юр, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «лист»? Йофрак, йотак, ябалак. Мне кажется, ответ очевиден. Это яфрак. Это правильный ответ. Действительно, йофрак – это лист, йотак – это постель, а ябалак – это сова. Итак, Арсений, играем с вами. Как по-татарски будет липа? Имен, юке, тирек. Так, что же за вопрос такие мне сегодня? Так, помню, что имен это... Так, это, по-моему, дуб. Угу. Имен дуб. Так, юке это, по-моему... Так, что же это юке? Как будто что-то из животного мира даже, что ли? Если мне память правильно подсказывает. Я вам прям подскажу очень сильно.
все три связаны с миром растений, потому что мы играем в тему растения. Значит, ошибаюсь. Так, липа, тирек, юке. На языке вертится слово юке. Как будто я с ним больше в жизни встречался, как будто даже, то есть, там где-то купаешься, допустим, да, летом. И... Итак, вы считаете, что все-таки липа это юке? Я выбираю юке. Принято. И это правильный ответ. Юке – это липа, имен – это дуб, а тополь – это тирек. Я поздравляю вас с 2 первыми набранными баллами. Спасибо большое. Итак, Юра, как по-татарски будет ива? Тал, ренге, шоморт. Тал, ренге, шоморт. Если честно, вообще из 3 вариантов ничего, в принципе, ни один вариант как-то не кажется правильным. Я просто наугад больше возьму, наверное. Это 2-й вариант Ренге. Принято. Это неправильный ответ. Арсений, есть возможность заработать 1 дополнительный балл. Как вы думаете, как по-татарски будет ива? Тал или шоморт? Знаете, в данном случае спасибо моей родной деревне, где я, как говорится, рос некоторое время. И знаю, что шоморт это, по-моему, черемуха, если не ошибаюсь. Ренге, получается. Это уже неправильный ответ. Мне кажется, это тал. Принято. И это правильный ответ. Ренге – это клен, шоморт – это черемуха, а тал – это ива. Итак, 7-й вопрос. Играем с вами, Арсений. Арсений, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «герань»? Обага, яран, миляуше. Так, мне кажется, что это точно не миляуше, потому что, если не ошибаюсь, это миляуше, это вроде бы что-то из категории, может быть, мне неправильно подсказывает моя память, это либо рябина, либо калина, как будто бы. Или нет. Яран тоже что-то знакомое. Ну, явно не герань, поэтому я выбираю, наверное, обага. Вы вот недавно говорили про деревню. С каких краев ваша деревня? В каких краях находится сами? С каких краев? Близ города Октябрьский. Близ города, из Башкирии. Да. То есть у вас корни из Башкирии, получается? Да, близ города Октябрьский есть поселок Урусу. Близ этого поселка Урусу есть... ну это Татарстан. Ютазинский район, получается. Да. А на татарском языке с кем общаетесь, где учите, как получилось, что вы говорите, знаете слова татарские? С самого детства я воспитывался чаще. У меня со стороны мамы, папы были бабушка, дедушка. Вот я больше рос, конечно, в татарской семье. Вот с ними общался, в садике татарском был. Поэтому там все это так сложилось, что я знаю язык с детства. Вот. Потом, естественно, когда практика пропала, я переехал из деревни уже в Казань непосредственно, практики стало меньше. И поэтому это повлияло на то, что уровень знания языка маленько уменьшился, к сожалению. Итак, вы считаете, что герань это... Это обага. И вы на этом настаиваете? Да, настаиваю, потому что, да, сами понимаете, выше описано. Нет. На окне герань у вас стояла у бабушки? Нет? Герань, по-моему, нет. Там были фиалки, что-то еще висело такое, по-моему, на гвоздике подвешено такое, помню. Но что-то вот... Яран, как будто что-то приходит мне тоже вот... Что-то как будто знакомое, Яран. Хотя, может быть, подождите-ка одну секунду. Яран каким-то образом созвучно с словом герань. Как будто Яран, герань. Может быть, на этом, на фонетике вот этой вот, да, стоит настоять обага. Потому что обага как будто не похожа на герань. Как будто нечто такое более глобальное, что ли, более масштабное. Давайте я выбираю Яран. Принято. После долгих обсуждений, дискуссий, баталий, даже немного изучив фонетику, мы решили, что герань – это яран. И это правильный ответ. Дело в том, что обага – это папоротник, яран – это герань, а миляуше – это фиалка, как раз-таки, которая стояла на подоконнике вашей бабушки. Юра, играем с вами. Юра, кстати, татарский язык ваш родной язык, правильно? Не совсем. Но вы часто разговариваете на татарском? Ну да, в последнее время как-то уже практика теряется. Да и в студенческие годы не особо приходилось использовать татарский язык. Но больше с родственниками, то есть даже в последнее время уже переходим на русский язык.
А вот в школе на каком языке обучались? На русском, на татарском? Школа у меня была русская, да, и у меня единственная четверка как раз-таки была по татарскому языку. А вы родом откуда? Родом из Балтасей. Из Балтасии, из самих Балтасей. Из самих Балтасей. Ну что ж, посмотрим, как вам поможет. Родные края помогут. Скажите, как по-татарски будет душиться? Кузгалак, тузганак, метрушке. Кузгалак, тузганак, метрушке. Ну вот душиться это точно не кузгалак. Угу. Тузганак это тоже что-то, вот не похоже на душицу, поэтому я как-то вот логически выбираю третий вариант, это метрушка. Принято. И это правильный ответ. Метрушка это душица, кузгалак это щавель, а тузганак это одуванчик. Играем с вами Арсений. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет пыльца? Серкеш, серке, кельте. Так, это уже сложнее, конечно. Тут уже ничего не набивает из детства, не из более осознанных годов. Так. Кальте, сырке. Так. Вы знаете, давайте, знаете что? Давайте выберем третий вариант. То есть вы считаете, что кельте это пыльца? Это пыльца, да. Принято. И это неправильный ответ. Юра, вы по образованию у нас... Программист-математик. Программист-математик. Ну, давайте попробуем с математической точки зрения попытаться догадаться, как же по-татарски будет пыльца. Серкящ или серке? Ну вот как-то с детства тоже навивается. Серкяч это, как будто как вот пчела опыляет лицо. Вот как-то вот серкач это может пчела, а серка это как раз таки мне вот кажется, что это пыльца. Это пыльца. Да, серка, поэтому как-то вот... Второй вариант ответа. Второй вариант, да. Просто... Принято. И это правильный ответ. Дело в том, что серкящ это тычинка. Серка это пыльца. Первое значение. Второе значение это уксус. А кальта это ящерица. Итак, 10-й вопрос, последний вопрос первого тура. Адресован он к вам, Юра. Юра, скажите, как по-татарски будет бобовые? Әүрнәшәшәклеләр, кузаклылар, кыяклылар. Ну, второй и третий вариант как-то еще слышал, а вот әүрнәшәшәклеләр, это я в первый раз слышу. Понятия не имею, что это такое. Но как-то вот кыяклылар, это как-то с детства тоже вспоминается, кыяк пщайн, вот что-то такое было, значит, это что-то с травой связано, а бобовые это не совсем то. Вот остается два варианта, и я все-таки не знаю, что такое әүрнәшәшәклеләр, мне хочется узнать, поэтому я выбираю первый ответ. Принято. Это неправильный ответ. Арсений, есть возможность заработать дополнительный балл. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет бобовые? Кузаклылар или кыяклылар? Так, давайте подумаем. Кузак, каяк. Да, ничто из этого не знакомо. Так. Каяк. Кузак. Что-то мне подсказывает выбрать второй вариант. Кузаклылар. Принято. И это правильный ответ. Кузаклылар это бобовые, кыяклылар это злаковые, а әүрнәшәшәклеләр это крестоцветные. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом первый тур нашей сегодняшней игры подошел к концу. По итогам первого тура впереди вы, Юра. Юра, у вас 9 баллов. Арсений, у вас 6 баллов. Отставание между вами не такое большое, так что, я уверен, вся борьба нас ждет еще во втором туре и в финальном раунде. Уважаемые телезрители, не переключайтесь, вас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Арсений и Юрий.
Первый тур позади, и по итогам первого тура впереди Юрий. У него 9 баллов. У Арсения 6 баллов. Вы готовы играть дальше? Итак, правила второго тура очень просты. Традиционно появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам предыдущего первого тура. Это вы, Юрий. После этого я задам вам 10 вопросов. Каждый из них будет содержать одно слово, которое надо будет перевести с татарского языка на русский. Ну, чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Переведете правильно, получите 4 балла. Если ошибетесь, то право перевести это слово будет у вашего соперника, и тогда он сможет заработать аж 3 балла. Так что цена ошибки уже возрастает. Все понятно? Уважаемые телезрители, это второй тур, и мы начинаем. Юрий и Арсений, две темы: баня, быт. Юрий, вы выбираете. Давайте выберем быт. Давайте выберем быт. Играем в быт, точнее в тему быт вместе с Юрием. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «сюльге»? Стул, стол, полотенце. Я выберу третий вариант — полотенце. Принято. И это правильный ответ. Стул — это урындык, стол — үстель, а сюльге — это полотенце. Арсений, второй вопрос. Как с татарского языка на русский переводится слово «ишек»? Лестница, дверь, ишак. Это, конечно же, дверь. Это, конечно же, правильный ответ. Лестница — это баскош, ишак — это ишек, а ишек — это дверь. Юрий, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «пыяла»? Окно, стекло, бумага. Стекло. Второй вариант. Это правильный ответ. Окно — это терезе, бумага — это кагаз, а пыяла — это действительно стекло. Арсений, как с татарского языка на русский переводится слово «тутка»? Замок, ключ, ручка. Это уже, конечно, очень интересный вопрос. Так, ключ у нас будет очкыш, ручка у нас будет... Так, наверное, за что держаться? Все-таки, наверное, от этого, да, как говорится, оттолкнемся, слово «тутка». За что браться? Так понимаю, наверное, это ручка. Принято. И это правильный ответ. Замок — это язык, ключ — это очкыш, а тутка — это ручка. Арсений, вы молодец. Спасибо. Юр, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «щумыш»? Горшок, ковш, сосуд. Так, я выбираю второй вариант. Ковш. В бане пользуетесь ковшиком? Да, само собой. То есть вы называете его «щумыш». Да. Принято. Это правильный ответ. Горшок — это «щульмек», сосуд — это «савод», а вот ковш — это «щумыш». Итак, Арсений, шестой вопрос, и адресован он вам. Как с татарского языка на русский переводится слово «касе»? Чашка, блюдце, пиала. Так, если чашка у нас переводится... Так, как же она переводится-то? Точно. Давайте лучше думать о касе. Давайте о кассе. Так, да? Так, точно не чашка, точно не пиала. Так, может быть... Что-то мне подсказывает, как будто это блюдце. Что напоминает блюдце? Кассе. Вот вы смотрите на блюдце, на что оно похоже? На тарелку? Нет, если вы об этом. Ну, вот смотрите, что это? По факту это Тарелка. только Только маленькая, только да? маленькая, да. Хосе. Так. Хосе. Чашка. Знаете что, мне кажется, все-таки вот как-то блюдце, мне кажется, потому что вот что-то как будто бы хосе, пиала. Ну, раз скажется, так давайте принимать блюдце. Это неправильный ответ. Юрий, есть возможность заработать 3 дополнительных балла. Как же с татарского на русский переводится слово «кася»? Пьяла или чашка? Ну, методом исключения, раз я математик. Чашка — это шокор, а остается просто третий вариант — пиала. Это правильный ответ. Действительно, кася — это пьяла. Но дело в том, что шокор — это диалект.
И чашка в литературном татарском языке будет щенаяк от слова щен, это китайское. Традиционно чашки были популярны именно в Китае, да, чинь. А блюдце это щай талинкаси. Итак, 7-й вопрос. Играем с вами Юра. Юра, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово китмен? Труба, решетка, мотыга. Труба. Так и будет. Труба, только труба. Решетка. Решетка. Как все легко. Мотыга, но остается мотыга. Как-то вот вспоминается жир китменлерги. Значит, пользуется мотыгой. Вы считаете, что китмен это мотыга? Да. Принято. И это правильный ответ. Труба это труба. Решетка это решетка, как мы правильно сказали, а мотыга это действительно китмен, или в некоторых районах республики слово мотыга называется еще мотык. Итак, 8-й вопрос, играем с вами, Арсений. Как с татарского языка на русский переводится слово киште? Подоконник, ящик, полка. Так, ну, по-моему, точно не подоконник, потому что он как-то, по-моему, что-то связано с окошком и как-то прям так переводится. Я имею в виду, перевод этого слова связан со словом окошко, как будто добавляется еще какое-то слово. Так, киште, полка, ящик, полка. Так, ящик или полка. Знаете, как будто похоже на нечто киште. Я пытаюсь, конечно, основываться на фонетике этого слова, но это может глупо, но как будто подсказывает, что это ящик. То есть киште, то есть, не знаю, глупо, конечно, но кажется, как будто что-то такое, во что наполняют. Может быть. И вы считаете, что это ящик? Да, ящик это киште. Принято. И это неправильный ответ. Юрий, в связи с этим у меня к вам вопрос, который достался по наследству, скажем так, от предыдущего игрока. Как с татарского языка на русский переводится слово киште? Подоконник или полка? Подоконник это терестебе, насколько я правильно помню. А полка это киште. Принято. И это правильный ответ. Действительно, подоконник это терезетебе, ящик это тортма. Его традиционно вытягивают. А вот полка это киште. Так, 9-й вопрос. Юра, он адресован вам. Как с татарского языка на русский переводится слово «мишке»? Печь, погреб, бочка. Миш это печь. Так. Погреб это... Ну вот... Погреб я как-то вот, я не знаю, ну... Если погреб отдельно от дома стоит, то я не знаю, как он называется. А если под домом, то это тюбен йоста. А бочка... Бочка есть бочка. Я не помню, как он переводится. Ну вот миш, мишке, как-то вот сомнительно. Но я выбираю первый вариант. Принято. Это неправильный ответ. Арсений, как по-татарски будет, с татарского на русский, точнее, переводится слово «мишке»? Погреб или бочка? Так, ну если уже не печь, погреб, я тоже помню, что как-то по-другому как будто переводится, но так, не мишке. Так. Давайте выберем бочка. Принято. Это правильный ответ. Печь это миш, правильно вы сказали, а погреб это баз. Да, не смог вспомнить. Итак, 10-й вопрос, это последний вопрос второго тура, адресован он вам, Арсений. Как с татарского языка на русский переводится слово «ргак»? «Ргак». Засов, половица, крюк. Так, ну давайте подумаем. Ргак. Слово мне совсем незнакомое, не слышал ни разу его. Так, засов. Так, если у нас засов, мне кажется, должен переводиться как нечто закрывающее, как это, да, может быть, ргак. Половица, это тоже от слова. Так, от слова, наверное, связано с полом. Иден, как-нибудь там, да, созвучно. Поэтому разумно предположить, что это крюк. Принято.
И это правильный ответ. Дело в том, что засов это бик. От слова биклерге. Половица это либо сайгак, либо иден токтасы. А вот крюк это ргак. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом второй тур нашей игры подошел к концу. По итогам второго тура, Юра, вы набрали 22 балла. Арсений, вы набрали 15 баллов. По итогам двух туров впереди вы, Юрий, у вас 31 балл. Арсений, у вас 21 балл. Впереди нас ждет финальный раунд. Дорогие друзья, не переключайтесь, телеигра «Переведи» продолжается. Арсений, Юрий, традиционно правила финала соответствуют правилам первого и второго тура. Перед вами сейчас появятся две темы. После того, как мы выберем одну из них, мы будем играть именно в эту тему. Я предложу вам 10 слов по очереди перевести с русского языка на татарский. Правда, в этот раз вариантов ответа не будет. Ответите правильно, получите 4 балла. Ответите неправильно, и возможность заработать 5 дополнительных баллов будет у вашего соперника. Все понятно? И победит тот, кто наберет больше баллов. Это финальная битва. Две темы. Кулинария, природа. Юрий, вы выбираете. Я выбираю природу. Играем в природу, точнее в тему природа с Юрием. Юра, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «вселенная»? На букву «Г». А вот как точно? Галям Г. Принято. И это правильный ответ. Действительно, вселенная это Галя. Арсений, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет земля? Жирь. Это правильный ответ. Юра, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово долина? Долина. Булон. Булон это вроде степь. Вот долина. Долина. Я как бы больше слов не знаю, кроме булон. Это неправильный ответ. Арсений, есть возможность заработать 5 баллов дополнительных. Они бы вам очень сильно не помешали. Да, ну смотрите, баллон это лук переводится, так что нечто созвучное есть. Долина, мне кажется, слово далеко, как будто в данном случае, да? Так, давайте мой вариант ответа. Ой, как же это вот... Дол? Нет. Не могу вспомнить, честно. Вот прям версия на языке. Ну, давайте. Идель, пусть будет. Идель. Хотя неправильно. Это неправильный ответ. И долина по-татарски будет Узянь. А Идель это Волга. Да. Арсений, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет солнце? Кояж. Это правильный ответ. Скажите, пожалуйста, как по-татарски, Юра, будет слово «степь»? Есть очень классная поговорка, если вы сложно вспомнить. По-татарски она дословно звучит примерно следующим образом. Сердце мамы в ребенке, а сердце ребенка в степи. Да, вспомнил. Это дала. Принято. Это правильный ответ. Действительно, она кунгле балада, бала кунгле далада. Как по-татарски, Арсений, будет гора? Тау. Это правильный ответ. Юрий, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово хвоя? Как же мне сегодня везет на легкие слова. Согласен. Хвоя. Вы прям счастливчик, я бы сказал. Да, хвойное дерево. А вот как перевести на татарский язык? Хвойное дерево. Это же
даже вариантов никаких нет. Арсений, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как по-татарски будет хвоя? Хвоя. Так, пока Юра думал, я вот тоже думал, как-то вот прям даже ни к чему не пришел. Так, ну смотрите, если основываться на... На чем же основываться? Даже не на чем основываться. Так. Знаешь, что елка будет черше, например, там, да? Вот. Может быть, как-нибудь, я не знаю. Хвоя это же то, что находится на ее... Нет, или это я как-то что-то труднее ответить. Итак, ваш ответ... Не знаю, пусть будет хвоя. Пусть будет хвоя. Нет. Так, пусть будет... Пусть будет... Так, а можно вопрос? Хвоя это отдельное дерево или это материал? Это Да, хвоя. вот, значит, правильно, да. Может быть, чершемае, может быть. Принято. Это неправильно. Хвоя по-татарски будет аллас. Итак, Арсений, вопрос ваш. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово корень? Так, корни это как... Так, что-то... Нет, не знаю, честно. Юрий, у вас есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как по-татарски будет слово корень? Корень будет тамар. Корень будет томар, уверенно сказал Юрий, и он прав. Итак, Юрий, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет клен? Это категория вопросов на внимательность, если вы были внимательны в течение всей сегодняшней игры. Клен? Ощущение, что вы выбирали сегодня этот вариант ответа? Да, было такое. Так, клен. Сейчас вспомню. Ива это юка. Ива это тал. Это я вам так. Значит, методом Это исключения. не имеет отношения, да, к вопросу. Юка это липа. Не могу вспомнить. Я вообще очень люблю тему деревья, если честно. Арсений, тоже вопрос на внимательность, понимаете, да? Как по-татарски будет клен? Так, тоже пытаюсь вспомнить, какой она категория была. Так, клен. Как будто помню, что это яран, что ли? Как будто бы. Принят. Это неправильный вариант ответа. Дело в том, что это было незнакомое для вас слово, и клен по-татарски будет рянге. Итак, последний вопрос сегодняшней игры. Адресован он вам. Арсений, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет береза? Раз уж мы с вами перешли на наименование деревьев. Давайте. Я вам отвечу словом хаен. Это правильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом закончился наш финальный раунд и целиком наша сегодняшняя игра. По итогам сегодняшней игры, Арсений, вы набрали 37 баллов. Юрий, вы набрали 44 балла. Юрий, я вас поздравляю с победой. Арсений, вас с участием в рамках проекта «Переведи». Спасибо большое. От компании «Татарстан. Новый век» и телеигры «Переведи» мы вам дарим полезные подарки. Это была телеигра «Переведи», я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока.